В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. А главное сегодня. Итоги и цели. Рамзан Кадыров в Доме правительства провел совещание с чиновниками. Кадровые перестановки. Депутаты парламента согласовали Магомеда Даудова на должность председателя правительства. Вечер на лайте. Свежий воздух, уютные места. Есть все для хорошего времяпровождения летними вечерами. В Грозном заработал бесплатный летний кинотеатр под открытым небом с показа чеченского многосерийного фильма «Абрек». Муслим Хучиев, представитель команды Кадырова, назначен помощником председателя правительства России Михаила Мишустина. Сегодня на встрече с кабинетом министров Рамзан Кадыров поблагодарил его за многолетнюю плодотворную работу и наградил за достигнутые успехи. Репортаж Медины Мударовой. Начиная открытое совещание, глава республики Рамзан Кадыров поблагодарил Муслима Хучиева за многолетнюю работу, отметив вклад в социально-экономическое развитие региона и наградил медалью Героя Чеченской Республики Конах. За свою профессиональную деятельность политик имеет множество государственных наград. Занимал ответственные должности, он с первых дней трудится на пути первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова. Сегодня председатель правительства Российской Федерации назначил его своим помощником. Vårdsområder vel, og etter avskrittet da, de halde muslimin, barkal deres khalla olsa binch balhana, yababiyesh balan don, kadoli la olsa, berkati khalla olsa don, muslim don wen, ozdeh don, masana don, ulqdosh, yahyu, duenaldosh, al qiyatam sani bosh don, dikna wasal chapel avenu don, sametta don, shimetta don, bolbobesh avina don, way respublika shunmagar don. Sani bolbar bandış doğan kıymış bu diğerlerden bu alhamdülillah dalgas bu doğan Müslim doğan Moskva provinsi doğan diye oldu sun Müslümin dog waiter mahbir bağır doğan barkal deriz la doğan deriz doğan kıyınç denen doğan ya muna doğan hoş doğan ya hoş döneldoş da mah da hala dogmuş Hollanda da duqwaawel da tobol da musuuch na halal da da muslimin da bilgal yakan sanagрада из алюкота. Указ главы Чеченской Республики за исключительные заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, значительный вклад в повышение уровня социально-экономического развития региона присваивается звание Героя Чеченской Республики Конах Хучиеву Муслиму Магомедовичу, председателю правительства Чеченской Республики. Муслим Хучиев, в свою очередь, поблагодарил главу региона за теплые слова в свой адрес, а также поддержку, оказанную на протяжении многих лет. Муслим Магомедович заявил, что, несмотря на свою федеральную должность, он по-прежнему остается верным делу первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова и всему чеченскому народу. تكون ديك وشغل ديكنا وصل حوي انواع تخالد روش حوليش توغل دولش نيستيش تكون حي غرديش تخيك تدوش ديك اي غدا ديش تشقا دوقي اي او دين ال تكون دي يازوش ناخي تخا سيلارن بوش حق دينش حوي انواع تخا بلخ الوقن ساعش تخا دوزلشكا تخا تشواح تخا ديكني غونيا دائما تكون ديك وشغل حوي انواع دا سي دولا دا لارن بول اوه تخي حنرز تخي حيقلز دين ساعهم دات هرشادك اعمد حش نيق دا الغاز قبل دولسون تون بيركتو حيوت وتفدرال سنترو نوختي تشا نوختي ارا رسي باتشاق ارا وتسباتشاشي ايدل بيلوش
простой адми حويت боларам бандолша тхолада ханша вежиш и подтвердите до тхаларам боси до تخيح نرسي تخيح يقلس أودينهم دات ديكش داس شي دوزل ديشتل أنالي نقاطون دالا أخدن ينت إخرتين دال ديكن سبيقن بويلا دال عال شويلا دال لرويل حدوزل مص أول شمنا سونا تغير شرنا تخطئنا خن حووزرنا عمت عش كمان ده حالها وش أحيقرنا دوزل دو تأهون ديت إستوريا وعدل هم دو دوزرش قاعد زلدا تهنا ميتشا ودهشة رمزان هرا حب عندوش ويحاول عبام غيري حوز بولارمت فيدرال سنتري دق درشكا دق بلغش دانا هيست أوريك تأهوريك يحوز بولارم بعندوش حديش دول سي بعندوش إشت يوستريبون دو ملخ إنستيتوت يأخش ملخ أكاديميش يأخش أعدل علمية أعبل بالقية مي بول عامري إذا تحن أكاديمية تحن إنستيتوت أونيفرسيتة دبلومش ملدوق إتخلش لوردوش علم أعدلك يسينس معمل توش ديش واش سيجات توش جدون دوق دبلومش دولش كيس تايق نزواني شو دبلومش نعبر زير أم بعدو رمضان خواش أحقوز تون دل حيغر أحتو عام در تر تيجا يوبت تير تحني أترون تندر تغنا هر أجر حالها وقيتش عبالغ داشكر دغرخ دقيقر غيتر يحب عندوش دو عامت حاج بعندوش دو تونس بولارم ليرم بعندوش دو وملش بالغ داشكر ينزوين شو إلا سوت سعيو ويشدش عامت حاج كمان دير تحنا وسيدو تحبيج دو دلوشون تدلوشون دينا بوسا ديخ ستسقو ديش ميتش متى وقاتش رزان فاش حول متعدوش حنا وسدون تو دال مولا دال حدوق وال دال سيدول تخا سيدنا لا ربنا لردنا ونلدنا قدا دال مولا سميتش ووش كلش سو اند اول ثاني ووشون هندالش سبوخ قزعبو سبوخ حو حيوت أبورا يوش حيوك دوغ أول يوش أز دوغ يوخد ثاني دعوتشو دال مولا ميتشا وقتشا وشا ونا وستو أعلشن دعو دال ريس ولون دال سيد ولا دال عالش ولا وي بلخ دعدات وي دعدو دون ميتشال شي دون وي هوشي تعوجي دون ناو سيد دون دعندم بوخ دبابيش بودون دايم تسان حينا هو هيس مشغول داس قويش بودون حيوت بوخلارم بودون правительство дон, руководство дон, государство дон, дон, войдик жалгейта гейтна дон, из хазлугаю дон. Далее Рамзан Кадыров представил на назначение парламенту нового председателя правительства Чеченской Республики Магомеда Даудова. Ранее он возглавлял парламент региона. Помимо законотворческой деятельности, которую политик вел в течение 9 лет, будучи спикером парламента, он курирует работу регионального оперативного штаба по проведению специальной военной операции на Украине, а также был президентом футбольного клуба «Ахмат». Исат Умхаджиев остается на своей должности первого заместителя председателя правительства региона. Руководитель субъекта выразил уверенность в том, что политики справятся с возложенными на них обязанностями. Правительство возглавит Дона Кида. Руководитель правительства Дон Даудов Мамед Харудон, Мамед Ибалдон, да Бетки Больдон, Мамед Шона Масана Ойшу, да Имасвичу, да Стона, Дигнавосу, Тишминавосу, он авторитет Балу Бошу, Мичал, правительство Дона, дисциплин, релатет, Рюрфудон, Шуда, Мамед Аббах Бетки Баралет Садона, Бахдона, Хадис Хюга требует Буддасдон, в первую очередь он из Балхбина султ акидолом, что и хайд дизор беллочен дон. Бюджетный роспись Хюга, Юдасдон, Надака, Шадригумна, Жуап Адл Дишдо, Сосас Вигдюода, Жуап Танцудя, Юдюода, Кушдона, Балхдона,
شغلنا قيج عربيش بوصلني مع عبير بقول قيج عربيش بقول عبير دون عبير كيول ده عبير كيول ده تقول دون إيش دون فيرو زام دون إيسا دون تمرجيو دون شاو دون با دالعوش مثل بودس دون بريس دون دينا وصلوا خاص ونداس ما بريس ده دون عندش هون بريس دورس حال مصدون ده دون каждый дон цифр дойш дон да бол хэш будас дон да сандел дон бол набрайт айса дон сандон тиш менаус ханни уишерас und das дон мамилш метадон я да духовал да абет кивал да дон. Магомед Даудов и Исадум Хаджи в свою очередь поблагодарили главу за оказанное им доверие и заверили, что обязуются выполнять все поручения на высшем уровне. По их словам, с поддержкой, которую оказывает Рамзан Кадыров, под силу любое задание. طيب شعالدين دالديق الوش والشين دين آريق نوشي على شو المسوق أقوش ديون ستيحة دلوش كيبر ديون قاعد حدا كان دو إذا بتشعق جاغير ريسبوبليك ديون جاغير أدمي حل تادلر كورت على شو إير بوصل دين طريقة شريعة استعداد مولع ديونا هيتسل سن أنا وصل ديش أعنال ديش سيك دلوش ديك موسو ما ديونا دير دو ايلن پروچيني ديون دال ملاچه قايو قريت سوتيات حاشي كويات الله ديل ريز غليلون تيشن بلن دال على شو لوش دير ريز خل تيشن بلن دال مولاني او احمد اجينو احا وين تدين كوتش دال ملقايو بدوي قمل وطونتا خلوم خلادات خلدك احتضا انا ريشيتنا دير ريز خلون تيشن بلن إذا دون أتو مليغ لا تدلنا كوتش ديش دون دعوين أول شو داس دون تدلنا داس كوتش ديش دون ليه خاليوس باب ببيش دون مش عبوتي بوستون تدلنا كوتش داس دعوين أول شو داس دون там دلس بوستون. В ходе совещания Рамзан Кадыров высказался о недавних слухах о назначении Магомеда Даудова на должности главы Республики Ингушетия. Руководитель субъекта обратился к отдельным горе-комментаторам из соседних регионов, которые распространяют пустые необоснованные сплетни, желая внести раздор в отношении братских народов. دون ياس خبر شيوت ده دون هدعوائي دون انتي شاش دون شيء اساس كل دون اقعد عدي البات ستيج ده دون شين دون تعم خا دون شيء قاعد عين هرمات شيء قاعد شين هم دو دوي شين على غير دون تصدوست على غير دون خبر شيوت دون ده ميل ودون تيجي تقوري غير حاول تروي بعتي دون ويش probleem staan, zwart op dat staan, we weten dan nou als die bier als dat we bijna dan zwart de oorlogstoer gedaan daar zwart dan HL dan wordt wel dan we het aanbrengen dat dan zes zeggen die zijn Duits, je zes je het chat is dan je positie roosje dan gebeurt dus we je hier dat dan we hun hier dan zes die is er aan dan zes gebeurt dus شش بيوت البوسيقى دون ويت اياك شش دوسه دو هادستان تون ده ويت ايش دون خبر دوسه سجو دي دون اما دغيتا الغالي قومي دون دغ دون دغستانسك من رود دون ستات нас спокойно дон не мешает нас дон свои дон сплетни дон твои проблемы дон мы вообще дон не беспокоимся за вас наоборот молимся за вас дон просим блага для вас и никак не хотим объединить забирать вашу территорию мы хотим только свое там что требует там по закону да конечно дон никак не хотим возглавить республику регион да раньше уважаемые люди были дон ждали пока они скажут а сейчас решают какие-то шнурки да
которые даже не знают, как их назвать, даже, которые не знают свое имя. В завершении Рамзан Ахматович попросил не вмешивать Чеченскую Республику в никому не нужные интриги. Также он напомнил об обещаниях некоторых продажных евро-ичкерийцев вернуться в Чеченскую Республику и установить тут свои порядки. Откуда, кстати, они сбежали в самые сложные для народа времена. 2024 год, 1 540 000 населения, государство, Бахрейн государство, население, один государство, население, государство, конституция, республика, وما بوش ساوات دون عمل عيش دون دائما دون وجبات ديش دون داخل شانوي دون داخل ويدون بوش دعوانك وين دون عمل علاج وبولد سنين أمانجري دون تدل دون دامو ده دخوي دون دزلو ورقام نرادس друзьям дон дарят тубуровый ахмад сила лава. Опыт и талант Муслима Хучиева, которые были успешно реализованы в республике, теперь востребованы и на федеральном уровне. А оказанное ему доверие является хорошим стимулом для еще более качественной работы. Актуальные, злободневные вопросы социально-экономического характера Чеченской Республики правительством решались благодаря авторитету, помощи, поддержке Рамзана Ахматовича Кадырова, и федеральный центр нам шел навстречу в этих вопросах. Безусловно, нет предела совершенства, много еще проблем. Это проблема и безработицы, это проблема наполняемся доходной частью бюджета, налогово-доходной частью бюджета Чеченской Республики. Это в целом оптимизация экономического составляющего Чеченской Республики. Эти проблемы будут стоять и перед новым правительством во главе с нашим братом Магомедом Давудовым, который за все эти годы показал себя преданным членом команды, соратником Рамзана Ахматовича Кадырова. И, безусловно, нет у меня вообще никаких сомнений, что дальше правительство будет работать еще динамичнее, еще лучше, и показатели будут еще выше. Могу отметить, что благодаря слаженной работе при поддержке федерального центра, непосредственно руководства контроля со стороны Рамзана Ахматовича Кадырова, республика последние 2 года подряд была первой в рейтинге эффективности глав субъектов России, по которым оцениваются 20 критериев, в том числе это социально-экономические и доверие к президенту. Всего по 20 критериям республика 2-й год подряд занимала 1-е место. Такого результата не добивался ни один субъект. Это благодаря пути Ахмата Хаджи Кадырова, благодаря фундаменту, который заложил наш национальный лидер, первый президент Чеченской Республики России Ахмат Хаджи Кадыров дал Газду-Хулодоль. Мы видим правильность его курса каждый день, каждый успех. Это и есть подтверждение правильности этого курса. И во главе команды Ахмат Хаджи Кадырова, Рамзан Ахматович, он дает поручения, и где бывает какая-то заторможенность или трудности, он сам помогает решать эти вопросы. И тем не менее лавры отдает тому исполнителю, которому он поручал. Хотя на самом деле заслуга во всех наших позитивных результатах, которые оцениваются в том числе и на федеральном, и на международном уровне, это целиком и полностью нашего национального лидера Рамзана Ахматовича Кадырова. Команда Кадырова локомотивом движет республику в направлении развития, создавая все условия для благополучной жизни населения. Каждый ее член вносит свой неоценимый вклад на этом благородном пути. Стоит отметить, что немало представителей Чеченской Республики работают в различных сферах на федеральном уровне, принося своим профессиональным трудом пользу нашей стране. Теперь в их числе и Муслим Хучиев. Медина Мударова, Сайдамин Мусаев, Хусейн Мурдаханов, Сайтелим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». И сегодня же парламент согласовал Магомеда Даудова на должность председателя правительства. Его кандидатуру внес на рассмотрение Рамзан Кадыров. Данная процедура закреплена в Конституции Чеченской Республики. О том, как проходило голосование в высшем законодательном региональном органе, Наталья Депутатова.
72-е заседание парламента Чеченской Республики открыл председатель Шаид Джамалдаев. Основной повесткой стало обращение к депутатскому корпусу Рамзана Кадырова с предложением принять на должность председателя правительства региона Магомеда Даудова. Зачитал его руководитель администрации главы и правительства субъекта Галас Таймасханов. Представляю кандидатуру Даудова Магомеда Ходжахмедовича для дачи согласия на назначение на должность председателя правительства Чеченской Республики. Даудов Магомед Ходжахмедович, герой России, генерал-майор внутренней службы, имеет высшее образование. Магомед Даудов на протяжении многих лет возглавлял парламент Чеченской Республики, руководитель оперативного штаба по СВО. Показал себя как грамотный политик и управленец. За его кандидатуру на новую должность проголосовали народные избранники единогласно. Новый председатель правительства поблагодарил Рамзана Кадырова и депутатов за оказанное доверие, пообещав оправдать его добросовестной работой. بوق تيجم بو يوق أتوستنستيو سواق ديوان سولار دور وقال سواق تيجم عقودين بول دال ديق الوال دال غازوات قبل دول عامد حاجة نيق تاح سايقر هو قومن بايد خليت سواق ناق قودين ولا برك اللي زديل ريزا لأسون ومحدين نان أمانونا تندوزلنا شونا مسنا الله ديل ريز خليل تاغنا ديل بوربانس عطس متي قاش دقوي ميتشن عادلة ديريجيت حكما دايوي دالدير الول أعمد عجيه نيقدح ومحكدا حلقاوش شيك دلوش كيبر حيقلت دينالت كورنتل كوميرشمنت مصو أور ديانا وريسبوبليكان ويقومن عرض غرتادا إذا دا شغواتن ومحكدا سرمزال على السوداء قويوكش حدوش دوي ديان ووشي ديانا دائمنا يوش داغيتنا دوي. Сейчас парламент региона продолжит свою работу по законотворчеству под председательством нового руководителя во благо народа Чеченской Республики. Наталья Депутатова, Шамсуди Джабраилов, Саидемин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. По инициативе заместителя руководителя секретариата главы республики, куратора региональной сферы здравоохранения Хутмат Кадыровой, ведущие генетики России будут комплексно обследовать чеченские семьи с детьми с дополнительными потребностями. Соглашение уже заключено. Это позволит сделать серьезный прорыв в области генетических исследований и улучшить состояние здоровья подрастающего поколения. Медина Мударова о деталях соглашения. Здравствуйте, спасибо. Спасибо. Начиная встречу, заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики и куратор региональной сферы здравоохранения Хутмат Кадырова поприветствовала гостей и выразила надежду на дальнейшее тесное взаимодействие. В ходе встречи собравшиеся обсудили дальнейшую работу, направленную на продолжительность жизни детей с генетическими заболеваниями. Гости подчеркнули, что республика развивается в разных направлениях медицины. Это говорит о том, что руководство региона уделяет этой сфере пристальное внимание. Добро пожаловать, уважаемый Сергей Иванович, Лейла Саймуровна. Я рада приветствовать вас в Чеченской Республике. Прежде всего хочу выразить искреннюю благодарность за то, что уделили время и приняли наше предложение стать частью очень важной работы. Надеюсь, наше тесное взаимодействие приведет к высоким достижениям реализации идей, направленных на формирование здорового института семьи. Я предлагаю идею проведения комплексного генетического обследования родителей особенных детей, проходящих реабилитацию в наших учреждениях. В рамках указанной инициативы ведущие специалисты проведут обследование и выявят причины рождения детей с генетическими заболеваниями. Это принесет огромную пользу, позволив собрать подобные аналитические данные, которые помогут нам принять конкретные меры для максимального сокращения риска рождения детей с генетическими заболеваниями. Уверена, что подписанное трехстороннее соглашение станет важным стартом для дальнейших больших побед в области генетики. Уважаемый Сергей Иванович, передаю вам слово. Спасибо большое, Хутмат Рамзановна. Ну, во-первых, за приглашение. Действительно, развитие определенных областей медицины, оно прежде всего связано всегда с тем, как относится руководство региона к развитию здравоохранения и медицинской науки. И, конечно, для нас это огромная радость, то, что руководство Чеченской Республики приняло решение развивать такое направление, как медицинская генетика. И первым действительно шагом может быть действительно обследование на высоком уровне, профессиональном уровне детей
и их родителей с подозрением на наследственные заболевания. И мы готовы в этом плане сотрудничать вместе с Союзом педиатров России, с Лейлой Симуровной, для того, чтобы из Чеченской Республики, для того, чтобы мы действительно могли помочь населению республики и в плане лечения, и в плане профилактики. Вот прошу вас, уважаемая Хутмат Рамзановна, учитывать, что мы хотели бы сотрудничать не краткосрочно, а долгосрочно и действительно помочь Чеченской Республике не только в рамках определенной группы детей, но и глобально в рамках всей республики. Просим вас тоже рассмотреть это наше предложение с Лейлой Симуровной. Спасибо большое, Хутмат Рамзановна. И начать, конечно, я как педиатр хотела бы с того, что у нас, к счастью, есть долгосрочная история, такая взаимодействие с Чеченской Республикой. И благодаря главе Рамзану Ахматовичу в 2017 году мы с вами сделали проект в детском здравоохранении, который позволил достичь, в общем-то, очень хороших результатов. Мы достаточно в короткие сроки смогли сделать так, чтобы усовершенствовать оказание медицинской помощи в стационарах, выбранных тогда для пилотного проекта, обучить врачей и, соответственно, помочь детям. Мы сегодня стоим на вот этой парадигме программирования здоровья. Это научно доказанная парадигма, согласно которой все здоровье, которое дается человеку на всю жизнь, короткую или, наоборот, очень длинную, оно закладывается на достаточно узком промежутке. А это означает, что мы должны усилить вот эту профилактическую направленность. Поэтому все, что касается работы с будущими родителями, с семьями, именно помогать им в подготовке к будущему рождению детей, для того, чтобы эти дети были как можно более здоровыми, это вот самый правильный подход, который только можно придумать. То есть уже сделать так, чтобы население имело возможность в будущем иметь практически только здоровых детей, соответственно, более здоровое население. Это, наверное, то, к чему мы все стремимся. Собравшиеся заключили трехстороннее соглашение о проведении комплексного генетического обследования семей, чьи дети проходят реабилитацию в специализированных учреждениях региона. Предлагаю вам перейти к торжественной процедуре подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве. А затем перешли ко второй части встречи. На ней они обсудили совместные проекты. В завершении Хутмат Рамзановна выразила глубокую благодарность гостям за визит. В свою очередь гости отметили, что всегда готовы оказать помощь Чеченской Республике. В продолжение нашей встречи хочу поднять на обсуждение один очень важный вопрос, который в течение долгого времени я изучаю. Пользуясь случаем, что сегодня в Грозном приехали самые авторитетные специалисты в этой области, мне бы хотелось озвучить свою инициативу по проекту полного генома для родителей с особенными первенцами. Он позволит на этапе планирования следующего ребенка обеспечить всеми необходимыми анализами, которые дадут наиболее полную картину о возможных рисках и угрозах. В частности, исследования помогут выявить причины генетических отклонений и определить наследственные факторы. Мы намерены предложить парламенту Чеченской Республики выдвинуть этот законопроект в Государственную Думу, чтобы он стал неотъемлемой частью национального проекта «Семья». В случае успеха это позволит нуждающимся семьям по всей стране покрывать расходы на дорогостоящие обследования за счет государства. Пилотный проект предлагаю запустить в Чеченской Республике. Со своей стороны гарантирую, что мы создадим все необходимые условия для успешной реализации. Эти идеи, направленные на здоровье наших детей и благополучие их семей, я считаю важным шагом вперед. Знаю, что в многих профессиональных институтах подобные вопросы уже обсуждались. Наш подход, ориентированный на конкретную группу семей, станет реальным с точки зрения финансирования. Уверена, что ваш богатый опыт поможет успешно реализовать наши совместные идеи. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров очень внимателен к вопросам создания условий для оказания качественной медицинской помощи маленьким пациентам. Я знаю, что он лично отмечал ваш огромный вклад. Вместе мы приложим все усилия для сохранения здоровья поколения, так как дети – залог успешного будущего России. Прежде всего, как главный внештатный специалист Минздрава по медицинской генетике, хочу сказать, что это очень хорошая инициатива. Поэтому я обязательно поддержу эту инициативу. Реализация подписанного соглашения, она позволит нам отработать эту систему. То есть фактически обосновать. Фактически ее и обосновать, и отработать алгоритм. Поэтому с удовольствием
поддерживаем развитие этой системы и пилотный проект именно в рамках Чеченской Республики. Я со своим коллективом мы готовы участвовать в этом проекте. Да. Да, конечно, тоже хотелось бы поблагодарить за то, что вы придаете системность многим усилиям, которые до этого были немного фрагментарные. Поэтому вот такая инициатива, это позволит нам вновь говорить о том, что Россия впереди планеты всей. И еще, Хутмат Рамзановна, я бы хотел вас попросить взять тоже под личную опеку медико-генетическую консультацию, которая у вас в перинатальном центре есть, да, это профессионалы, которые нам помогут как раз соединить вот эти все три проекта для того, чтобы мы могли действительно их осуществить. Я вас очень прошу обратить внимание на медико-генетическую консультацию. Там работают у вас замечательные доктора, с которыми мы очень дружны. И еще хотел вот что, пригласить вас в Москву в июне месяце. У нас будет юбилейный конгресс, посвященный орфанным заболеваниям. Уверен в том, что вам будет это интересно. Да, мы обязательно пришлем вам официальное приглашение. Я очень постараюсь. Надеяться. Спасибо. Я в продолжение того, о чем сказал Сергей Иванович, хотела бы еще раз подчеркнуть, что в том числе и для медико-генетической консультации мы должны сотрудников, конечно, воспитывать заранее. Поэтому, зная, что вы курируете работу мединститута, вот опять же предлагаю помощь нашего профессионального сообщества, дополнительно ввести какие-то модули, чтобы, например, подготовить лучше студентов любых факультетов по вопросам генетики, редких болезней и так далее. Тогда, зная эту тему лучше, понимая ее лучше, смогут, конечно, и быстрее каких-то родителей правильно сориентировать, и быстрее какую-то помощь оказать. Поэтому вот этот вот раздел именно до дипломного образования, конечно, тоже хотелось бы, чтобы под вашим кураторством вот вышел на новый уровень. Обязательно учтем. Я была рада с вами встретиться. Я надеюсь, что наша встреча не первая, не последняя. Огромное спасибо. После встречи директор медико-генетического научного центра Сергей Куцев и президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова отправились на осмотр медицинских точек. Одной из них стал Республиканский детский реабилитационный центр, где их тепло встретили. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, сил, веры и добра. Желаем чаще улыбаться. Пусть сверкают глазки от счастья. После состоялся обход по реконструированному зданию. Объект был расширен, в нем созданы удобные условия, учитывая потребности особенных детей. Имеется современное оборудование, кабинеты лечебно-физической культуры и массажа, игровые зоны. С пациентами работают врачи различных медицинских специальностей. А сейчас все равно как самостоятельно делаешь шаг для них. Это огромное. Гости высоко оценили возможности объекта и выразили надежду на то, что подписанное соглашение о сотрудничестве с медико-генетическим научным центром и Союзом педиатров России поможет достигнуть большого прогресса в лечении и реабилитации детей с особенными потребностями, а также повысить средний уровень продолжительности жизни. Впечатление самое сильное. Понимаем сложность того контингента детей, которых мы сегодня здесь увидели, и те невероятные условия, которые созданы, любовь, которая, можно сказать, сочится из каждого окна, из каждого вот занавески, жалюзи, из оформления каждого маленького уголка этого прекрасного заведения. И еще что поразило, знаете, ведь когда приходишь в такие учреждения, ты видишь лица несчастных родителей, потому что у них тяжелые дети. А здесь мамы совершенно с другими лицами. Они понимают, что здесь им помогают, что здесь их детям хорошо, и у них от этого совсем другое выражение лиц, глаз, и вот это, конечно, все вместе производит потрясающее впечатление. Соглашение, подписанное сегодня между руководством республики, Союзом педиатров России и медико-генетическим центром, оно исключительно важно, потому что это системный подход к тому, чтобы обеспечить обследование населения Чеченской Республики и возможность выявить тех детей, которым можно помочь. Республиканский детский реабилитационный центр продолжит расширяться и увеличивать свои возможности. Все это благодаря вниманию и помощи со стороны заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратору сферы здравоохранения Хутмат Кадыровой. Инициатива, предложенная Хутмат Рамзановной Кадыровой, имеет огромное значение. Комплексное генетическое обследование родителей и детей, проходящих лечение в наших центрах, позволит нам лучше понять причины генетических заболеваний и разработать эффективные меры для их предотвращения. Это не только повысит качество медицинской помощи, но и улучшит
жизнь многих семей в нашей республике. После гости посетили место строительства уникального учреждения. Центр лечебной реабилитации детей начали строить на территории 30 тысяч квадратов. Рассчитан центр на 165 коек, у нас 120 коек круглосуточного стационара, который будет находиться вот здесь, вот в этом блоке. А вот дневной стационар, за этим блоком я вам показывала, трехэтажное здание, 45 коек дневного стационара. А на первом этаже, вот в этом блоке, у нас будет находиться гидрокинезиотерапия, это ванны, бассейн, то есть все, что включает в себя слово гидрокинезиотерапия. Вот гостиничный дом для родителей. Нуждаются уже в круглосуточном стационаре дети, и зачастую родителям приходится снимать квартиру рядом. Эта проблема сейчас решена. Есть участок, находится вот за этим зданием, ипотерапия, лечение лошади, верховая езда. Также от фонда Кадырова нам дали на 50 миллионов рублей оборудование. В диагностике и лечении самых сложных заболеваний здесь будут использовать передовые методы и новейшие технологии. Рассчитан он на 150 мест, 120 из которых круглосуточный стационар. В нашем регионе, помимо медицинских учреждений, специализирующихся на лечении и реабилитации детей с особенностями, есть лаборатория, в которой проводятся исследования для выявления каких-либо генетических заболеваний уже сразу после рождения. С момента, когда сам перинатальный центр стал функционировать в своем статусе, здесь произошла реорганизация. С 2021 года у нас появилось новое подразделение, это медико-генетическая консультация, где помимо лабораторных исследований мы стали вести прием, генетический прием непосредственно пациентов, которые страдают генетическими заболеваниями или же в качестве исследования самой семьи. Такие анализы позволят на ранних этапах выявить патологии, чтобы вовремя начать лечение, если какие-либо заболевания будут выявлены. Для того, чтобы наладить работу этой техники, вызвали специалистов-инженеров. Теперь возможности этой лаборатории расширятся в десятки раз. Здравоохранение – это очень важная сфера в нашей республике. Благодаря руководству во главе с Рамзаном Кадыровым ей уделяется большое внимание. Строятся новые медицинские учреждения, в уже имеющихся обновляется оборудование. Доктора постоянно проходят специальные занятия по повышению уровня знаний и квалификации. Медина Мударова, Наталья Депутатова, Адам Магомедов, Магомед Ахматов, Ислам Ибрагимов и Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Открытый урок цифры по теме мессенджеры провели для учащихся столичной 14-й гимназии. Организаторами выступили Министерство образования и науки и Министерство транспорта, связи и цифрового развития. Ребятам рассказали историю возникновения средств общения, начиная с каменных табличек до электронной почты и, конечно, о мессенджерах. Учащиеся узнали, что стикеры активно используются пользователями только с 2010 года. Более того, с развитием новых средств коммуникации связано появление современных профессий от программиста до мобильного разработчика, которые сейчас востребованы и вызывают заинтересованность среди молодых людей. Подобные уроки с разными темами проходят в школах регулярно. Позволим ребятам погрузиться в мир цифровых технологий, почувствовать себя в роли IT-специалистов, примерить на себя эти роли, потому что это направление очень популярно на сегодняшний день. Они узнают о цифровой безопасности, о цифровом этикете, который обязательно нужно познакомиться с онлайн-ботами, чат-ботами, позволят им этот урок создать стикер-паки свои, которые они могут в дальнейшем использовать в классных чатах своих групповых. Грозный присоединился к спортивному проекту «Как ковалась победа». Он предполагает забег от Севастополя до Санкт-Петербурга протяженностью 2400 километров. Сколько расстояния предстоит преодолеть до финиша нашему герою, знает Мадина Муцалчиева. Пробежать от Севастополя до Санкт-Петербурга. Такую цель поставил себе Станислав Логинов, автор проекта «Как ковалась победа». Два этих города, как и вся страна, в этом году празднуют 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Проект предполагает не просто пробег протяженностью 2400 километров. Автору также предстоит посетить 30 городов воинской славы, в том числе 8 городов-героев. Один из них – Грозный. Встретили гостя в мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской Республики. Сам проект «Как ковалась победа» — это проект, который должен рассказать не просто о том, что наши прадеды победили. Об этом, слава богу, мы знаем. Но каким образом эта победа далась нашим прадедам и прабабушкам — это другой вопрос.
Когда все теплые слова были сказаны, собравшиеся возложили цветы к мемориалу памяти Ахмата Хаджи Кадырова. Станислав Логинов бежит по тропам войны и посвящает в историю молодых ребят. В городах по пути следования к Станиславу могут присоединиться все желающие. А на создание такой интересной акции его вдохновила встреча, произошедшая в Санкт-Петербурге. Все началось, как я уже говорил, с поездки в Санкт-Петербург. Когда я приехал туда на постмарафон, я познакомился с ребенком Великой Отечественной войны. Это ребенок, который пережил непосредственно блокаду Ленинграда. И он мне сказал 2 года назад еще о таком списке героев самопожертвования. Их 466 человек. Я тогда задумался, я сам историк, я думаю, очень интересная тема. Но 2 года назад, это было 2 года назад. И в этом году я приезжаю, также марафон отбежал, пришел к нему в гости, и он говорит: знаешь, уже не знаю, что будет, но кажется, этот список пропадет. И я решил, почему нет? У меня есть силы, у меня есть знания, у меня есть желание рассказать детям, что такое Великая Отечественная война. После экскурсии по мемориалу памяти путешественник по местам Победы отправился во Владикавказ. Главная цель проекта – запечатлеть память тех лет и показать подрастающему поколению, как добывалась победа. Благодаря самоотверженности и героическому труду этих людей страна смогла пережить самые сложные времена. Мадина Цолчиева, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Объявлен победитель 22-го регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2024 году. Им стал преподаватель русского языка и литературы лицея Чеченского госуниверситета имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Изнаур Тазуркаев. Имя триумфатора сегодня озвучил министр образования и науки Хошбау Дидаев на торжественной церемонии. Валентина Гусевская о том, сколько человек боролось за звание лучшего. В Грозном подвели итоги сразу нескольких профессиональных конкурсов педагогического мастерства. Десятки учителей со всего региона собрались в актовом зале лингвистической школы имени Дашириева. Открыл торжественную церемонию министр образования и науки Чеченской Республики Хошбау Дидаев. Здесь присутствуют не только победители, не только финалисты, но и, наверное, все участники, конкурсанты практически самых первых этапов. Ежегодно проводим такие мероприятия. Всегда приятно работать с тем контингентом, с теми нашими коллегами, которые не стесняются, не жалеют себя, время, участвуют в этих конкурсах, готовятся, пытаются отстоять свои знания, научиться чему-то новому, поделиться, заимствовать тот или иной опыт, практику. И это, конечно, замечательно. Такие конкурсы, они, наверное, важнее многих курсов повышения квалификации, наверное, многих полученных разных дипломов по тем или иным специальностям. Потому что живое общение, опыт и практика, они всегда воспитывают человека намного быстрее, намного вглубь любой специальности. На протяжении учебного года педагоги принимали участие в 5 состязаниях разных направлений. Подобные конкурсы стали школой формирования педагогических лидеров, их методического роста и распространения новых ценностей. С каждым годом количество участников профессиональных конкурсов только увеличивается. Участие в профессиональных конкурсах для педагога – это очень мощная школа роста его профессиональных компетенций и навыков. Здесь они представляют, анализируют, обобщают и представляют свой педагогический опыт и делятся с коллегами, с такими учителями, как они сами, и смотрят, анализируют опыт других учителей, таких же, как и они. Самое долгожданное награждение – результаты регионального этапа конкурса «Учитель года России». По всей стране количество участников составило 100 тысяч человек. В Чеченской Республике в нем принимали участие 6 тысяч педагогов. Победителем стал учитель русского языка и литературы Изнаур Тазуркаев. Конкурс однозначно был сложным, потому что здесь проверяются твои педагогические навыки, и вместе с тобой соревнуются на самом деле одни из лучших. Это я узнал, наблюдая за этими людьми. Это большие профессионалы, это лучшие специалисты в своем деле, которые были выбраны у себя в муниципальных районах.
Конкурировать с ними это сложно, потому что они задавали уровень, они задавали планку, которой нужно было соответствовать. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова наградил лучших денежными призами. 300 тысяч рублей занявшему первое место, 5 финалистам по 50 тысяч, еще 12 по 30 тысяч рублей. По итогам конкурсов победители будут представлять Чеченскую Республику на федеральном уровне. Учитель – это особенный человек, который способен вдохновить и направить ученика на путь к знаниям и успеху. Каждый день они вкладывают свою душу и энергию в обучение, стремясь дать детям лучшее. Именно поэтому награждение учителя – это заслуженное признание его труда. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном открылся летний кинотеатр под открытым небом. Теперь жители и гости могут наслаждаться просмотром интересного кино бесплатно на свежем воздухе, а для самых маленьких будут крутить мультфильмы. Первым фильмом стал чеченский сериал «Абрек». Во сколько начинается показ, узнавала Медина Мударова. Теплый вечер, приятная компания и любимые фильмы под звездным небом. Оператор «Триколор» запустил бесплатные показы в летнем кинотеатре. Проект осуществлялся при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Киносезон стартовал с сериала «Абрек». Картина создана по мотивам одноименной повести Джамбулата Умарова. Я считаю, что чеченский народ, который в свое время избрал своим главным символом волка, и исторически из поколения в поколение передавал его силу, сноровку и мудрость, он оставил для нас великое наследие. Наследие твердости, мужества, наследие бессмертное, я считаю, наследие великого духовного внутреннего содержания чеченского народа, его великой культуры, его философии, которую мы как капельку в море, как капельку в океане попытались передать в этой картине нашим дорогим зрителям. Главный герой картины – волк Абрек, которого пытаются втянуть в собачьи бои. Однако в нем нет места людской злобе, он действует по соображениям совести, оставаясь верным своей природе. Сериал из 5 серий рассказывает о крепкой дружбе дикого волка, чеченского подростка Халида и русского солдата Володи. Гостей также ждала развлекательная программа, тематическая фотозона и много попкорна. Восторг, радость, восхищение и еще множество эмоций испытали зрители. Когда ты сидишь на свежем воздухе, тем более не один, а в кинотеатре, но даже, мне кажется, обычный кинотеатр никогда не сравнится с кинотеатром под открытым небом. Когда ты сидишь, свежий воздух, большой экран, такая масса эмоций, конечно, очень здорово. Пришел на летний кинотеатр под открытым небом посмотреть фильм «Абрек». Мне он очень сильно понравился, но я не до конца его посмотрел. Дома я обязательно посмотрю до конца. А также здесь были конкурсы, давали толстовки и еще бесплатно раздавали попкорны. После первых 2 серий «Абрека» все желающие смогут продолжить просмотры в онлайн-кинотеатре «Триколор Кино» и ТВ. Стоит отметить, что в афише заявлены и сериалы от каналов «Старт» и «Дорама». В репертуаре кинотеатра также есть документальные и художественные фильмы, а детей ждут любимые мультики. В общем, большой выбор из того, что можно посмотреть в компании друзей и родных. Свежий воздух, уютные места. Есть все для хорошего времяпровождения летними вечерами. Кинотеатр работает каждый вечер с 18:00. Показы будут проходить в парке напротив первой центральной школы искусств. Посещение абсолютно бесплатное. Сверяться с актуальным расписанием на каждую неделю можно в группе операторов социальной сети ВКонтакте. Медина Мударова, Ислам Ибрагимов, Сейдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших аккаунтах в социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.